Горожанка Александра Васильева делится радостью. В начале прошлого года они с семьей построили свой дом мечты на Покровском тракте. Управились аккурат до повышения цен на стройматериалы. Впритык совсем успели. После того, как они уже построились, мы свет ввели, и там уже было видно, что цены очень подорожали. Ну, все равно, получается, успели ждать, часто еще дороже. Да, успели. Резкий скачок цен почувствовали как заказчики, так и застройщики. Если в начале прошлого года такой вот брусовый двухэтажный дом 7 на 8 можно было построить за 4 миллиона рублей, то за эту сумму сейчас можно построить только одноэтажное здание. Такой резкий скачок цен стал полной неожиданностью как для крупных застройщиков, так и для небольших строительных организаций. Мы не ожидали, но все равно у нас резерв был, как у каждого предпринимателя. Поэтому за счет своего резерва только вышли весной того дома, в прошлого года. По цене брус тогда стоил 15-17 тысяч рублей за куб. Сейчас вот. уже 30. Да, сейчас уже поставщики, они вот осенью, допустим, если в феврале стоил 15 тысяч, потом в мае уже подняли до 22, в августе 25 тысяч стоил, потом уже под осенью уже стоил 27, 30, 32. За пиломатериалами цены подскочили и на металлоконструкцию. Это на арматуру, металлопрокат, на сталь оцинкованную и листовую. Мониторингом за ростом цен на стройматериалы в Якутии занимается профильный центр по ценообразованию. Они сравнили цены с 2020 годом. Арматура от уровня прошлого года выросла на 40%. Уголок стальной и металлопрокат примерно на 40%. Сталь листовая оцинкованная 89%. Примерно так. Также у нас в течение 2021 года был рост на пиломатериалы на 63%. Так, минеральная плита 72%. Пенополистирол почти вырос в два раза. Список можно продолжать бесконечно. Специалисты отмечают, что на такой резкий скачок цен, к примеру, повлияла пандемия. Это в первую очередь связано с Китаем, центром мировой металлургии, где в пандемию была приостановлена работа всех предприятий. Но Китай не единственная причина. Рост курса доллара и евро. Это касается импортных материалов, которые сегодня поступают в Россию, и сырья, из которого делаются сегодня строительные материалы. Также это подорожание грузоперевозок на сегодняшний день наблюдается по всей России. Также увеличение экспорта того же сегодня лесоматериалы, сегодня лесная промышленность ориентирована на экспортные поставки. При этом нужно напомнить, что рост в первую очередь зависит от спроса на рынке и регулируется государством лишь частично. К примеру, в части их закупки напрямую у производителей или введением заградительных пошлин на экспорт. Помогут ли меры, пока говорить рано. Между тем, проверки на рынке стройматериалов начались и по линии Федеральной антимонопольной службы, в том числе и по Якутии, после огромного количества заявок от населения по всей России. Ульяна Шагина, Григорий Охлопков, Якутск.